Қазір біз киностудияның фонотекасында тұрмыз. Міне Әміре Қашаубаев әнші. Киностудияның әдейі арнап жазған шумдары. Узкий пленкада, міне, көркем суретті фильмдердің осы пленкада сақталған. Алтыда 25 миллиметрлік жіңішке пленка. Это магнит. Видишь, магнит прилипает друг к другу. 69 жыл сақталған. Осы киностудияда Нұрғиса Тілендиев 68 жылдан бастап музыкальный редактор болып істеп, 70 жылдардың ортасына дейін қызмет істеген. Кім сақтады? Кто это самый ухаживал? Я шучу. Они старше меня. Біз Қазақстандағы ең үлкен фоли студиядамыз. В фильмах не все звуки записываются полностью на площадке. Половина звуков дописывается в студии. У нас работает фоли-актер. Он имитирует все движения, все стуки и все возможные звуки, которые есть в фильме. Здесь у нас имеются дорожки, где пишутся шаги, все, что связано с водой. Есть двери, разные фактуры разного вида. Железо, бумаги, стекло, всякая обувь, посуда. Все необходимое здесь есть. Хотите услышать самый попсовый звук снега? Мы находимся в комнате, где записываются голоса актеров. Я Бахат Сулейменовна, работаю здесь 40 лет. Я сюда пришла, когда мне было 21, как актриса, штатная актриса. Потом более 30 картин отработала, как второй режиссер. А в этом зале, вот комнате, мы писали дубляж. Да? Вот такими великими актерами я работала. Атагельда Исмаилова, Раиса Мухамедьярова, Фарида Шарипова. Да? До сих пор без киностудии Казахфильма я не могу представлять себе жизнь. Если я не приду сюда, Казахфильм, мне тоскливо, если честно говоря. Сейчас мы находимся в тон-зале. Вообще его профессиональное название «Тон-ателье». Почему? Потому что здесь сшивалась музыка. Это здание само было построено в 1978 году. В чем ее уникальность? Раньше вся музыка, как сейчас говорим, саундтрек, весь прописывался полностью в этом зале. То есть приглашался оркестр из великих, да, Нургиса Тілендиев, все свои фильмы, где он выступал как и композитором, они прописываются именно здесь. И еще одна такая уникальность этого зала в том, что А-студио записывала свой первый альбом именно вот здесь. Біз қазақ киносының алтын қорындамыз. Бұл жерде 10 мыңнан астам кинотаспалардың түп нұсқалар сақталған. Біздің қазіргі уақыттағы ең маңызды, ең негізгі жұмыстарымыздың бірі бұл осы кинотаспаларды сақтап қалу. Бұл таспаларды 5 жылда бір рет ультрадыбыстықпен перхлорэтилмен тазалап отырамыз. Вот фильм «Амангельда». Это один из первых наших казахстанских фильмов 1938 года. Но сам исходник, он хранится в Белых столбах в Российской Федерации. А здесь у нас 1966 года это новая редакция. Первый фильм Казахфильма у нас есть. Добрый день, меня зовут Айдар Умаров, я исполняю обязанности президента Национальной киностудии «Казахфильм». И прямо сейчас мы с вами находимся в здании двух павильоника. Это самое первое здание, которое было построено на территории Казахфильма. Здание было построено в 60-е годы, в советское время, по советской технологии. Наши два павильона имеют очень классную, плотную акустику
и из-за чего он пользуется таким большим спросом не только среди кинематографистов, но и любителей проводить различные рейв-тусовки. В прошлом году мы проработали вопросы по развитию национальной киностудии «Казахфильм» и разработали антикризисный план на ближайшие 5 лет. Киностудия впервые за 7 лет вышла из точки убыточной в точку безубыточности. В любом случае, что бы ни происходило, киностудия продолжает жить, продолжает помогать кинематографистам снимать кино. Можно сказать, за последний год-два мы сейчас стараемся, чтобы киностудия вышла на самоокупаемость.